Ассаламу алейкум, зрители. Сегодня у нас очередной выпуск, скорее второй выпуск формата «Поговорим». И сегодня мы пригласили в гости суперпрофессионалов, SEO-специалистов с огромным опытом, большим багажом Магомеда Чербижева и Элмарза Чербижева. Сегодня мы поговорим про SEO-оптимизацию. И хотелось бы представить ведущих. Это Хаваж Арчаков и Альберт Азиев. Хаваж, скажешь что-нибудь? Я скажу, наверное, то, что я рад тут присутствовать. Ассаламу алейкум всем. Магомед, Элмарз, слышите нас? Да. Валейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Всех приветствую. Да, всем добрый вечер. Ассаламу алейкум. Валейкум. Очень рад, Магомед, Элмарз, что вы пришли на этот эфир. Очень хотелось с вами пообщаться. И тема, я думаю, интересная. SEO-оптимизация. И сразу же хотелось бы спросить у вас, чтобы ввести в курс. Я думаю, многие из нас, из зрителей, не знакомы вообще с этой специальностью. И хотелось бы спросить вообще, что такое SEO? Элмарс, начнешь? SEO. Для начала хотелось бы сказать, что, Берт, ты так представил, что мне самому захотелось с тобой поговорить. Вот. Самому себя взять интервью. Касательно SEO, SEO – это оптимизация под поисковой системой, если дословно Search Engine Optimization, то есть оптимизация ресурсов сайтов под определенные правила поисковой системы, чтобы отображаться на первых позициях, если так, по-бытовому. Ага. Еще, если я не ошибаюсь, на английском, если русскими буквами писать SEO, то это еще переводится как начальник или директор. Нет, это очень сильно всех SEO-специалистов раздражает, когда мы пишут. сегодня вели разговор на эту тему. SEO через C – это управляющий, это как бы директора, а SEO через S надо писать. Ага, то есть тебя могут перепутать с директором, да? Это лестно. В любом случае. Писать надо через S, Search. Но Магомеда не перепутают, потому что он как и SEO, так и SEO. That's one better. Он же директор, у него же своя компания. Если она... Да. Я вот можно вопрос задать вам? Такой, представим, я, честно, вас мало знаю, и я уверен, что есть зрители, которые будут вас тоже сейчас слушать, смотреть, и, по крайней мере, есть, которые заинтересованы в том, чтобы узнать, что такое SEO, и кто вы такие. Так что давайте так, мне тоже это интересно узнать. Расскажите, пожалуйста, вкратце, можете даже подробно, я буду только рад, в какой компании вы работаете, как долго вы работаете и где вы работаете, то есть локация. Я бы хотел, я хочу уточнить еще момент. Интересно ли будет и вам, уважаемые ведущие, и нашим слушателям узнать, как мы начинали все? С радостью. Да. У меня как раз этот вопрос в голове висел, да. Это очень интересно. Еще, я перебью тебя, Магомед, извини. Вообще, насколько я знаю, вы начинали очень давно, это было, как минимум лет 10, наверное, назад, и тогда эта профессия, она не была столь известной и популярной. И мне интересно вообще, как вы вообще пришли к тому, чтобы посвятить себя именно этой профессии, когда она не была столь популярной? Я пришел в эту профессию, в принципе, за братом, потому что он раньше в нее пришел. Вот, я на днях у него уточнял, когда ты стал заниматься этим. Он сказал, что в 2004 году. Нормально. Да, у него такая история. Так что, может, начнем? Это было немножко неосознанно. Осознанно
это было в 2006, когда я уже по трудовой книге был SEO-специалистом, а в 2004 это было такое пожелание от руководителя компании, в которой я был веб-программистом, скажем так, веб-мастером, вот, где он хотел находиться в Рамблере, тогда еще самой популярной российской поисковой системе, на первых позициях, обогнать конкурентов, и я какими-то разными способами достигал этой цели. Вот. Раньше эта специальность так и называлась, SEO? Или это что-то другое Да, было? да, она так и называлась. Тот же самый форум Search Engines, он же где-то с 2000 года, по-моему, основания. Поэтому, да, специальность так называлась, просто она у нас не была так распространена. Вот, опять же, если с самого начала начать, как я вообще туда попал, это мой второй курс. Отец разрешил мне, как бы я учился на вечернем отделении, отец разрешил мне, я учился на финансы и кредит, да, по экономической специальности. Отец разрешил мне работу на втором курсе, я устроился сначала там, был курьером, потом у нас ушел вебмастер, и на работе предложили мне занять его позицию, хотя я ничего не знал о программировании, у меня даже дома компьютера не было, ну, то есть вот такой уровень. Да, потом начал разбираться, где-то за неделю разобрался с HTML, вот, первоначально чуть-чуть поломав сайт, потом за неделю выучил HTML, починил сайт, вот, и потихонечку начал заниматься развитием ресурса, потом начал, собственно, по SEO прокачивать сайт, и где-то годы там проработал, потом перешел на работу в наш вуз, РГСУ, занимался сайтом университета. Вот, где-то годы там проработал и оттуда ушел уже в корпорацию РБС. Более известна она была как btbt.ru. Это на тот момент где-то, ну, в топ-3, наверное, она находилась, компаний, которые занимались именно продвижением. И там я уже где-то лет 5 проработал, а дальше уже там своя компания, и вот в таком русле развивался. Интересно. А Магомед, ты сказал, ты за Элморзом пошел. Тебя Элморз как-то мотивировал или как? Ну, смотри, как это было. То есть Элморз рассказывал, грубо говоря, какие-то там сайты, что-то он там делает. Я в этот момент работал, тоже я учился в Зеленограде, московский, ну, МГИЭ, в общем, институт на вечернем. Но я работал в Ашане мерчендайзером, я там сыры нарезал, выкладывал товар. И мечтал работать. Когда я был студентом, очень часто слышно было это слово мерчендайзер среди студенческих кругов. Ну, по всей видимости, больше никуда не брали. Вот. И, соответственно, Элмор рассказывал интересные истории, и я такой, все, я увольняюсь с работы, там на каком-то периоде я принял решение. А интересная история это была на момент, когда он сказал, какая зарплата у него? Нет, просто какая-то движуха в интернете, и это было очень интересно. Вот, и первая работа, которая у меня была, она была прекрасной, то есть она была удаленной, я выполнял задачу, я нашел какого-то человека на каком-то сайте, и он мне поставил задачу, мне нужно было распространять информацию на других досках объявлениях. Я сделал около 500 публикаций или 1000, и когда время пришло заплатить мне, он сказал, ну, слушай, сейчас нету денег, должны быть завтра, ты еще сделай. Я сделал еще, и потом я обратил Самое прикольное, я обратил внимание на то, что в тексте публикации, где я размещал ползадачи, было написано, что требуются такие, как я. Знаешь, самое забавное в этой ситуации, знаешь, что, типа, ты такой, ну, блин, мне чувак не платит деньги, что я должен делать в этой ситуации? Сделать еще задач? Надо показать себя лучше. Да-да-да. Ну, хороший опыт, кстати. И в итоге я проработал там, когда он первый раз мне это сказал, я, наверное, как-то ему поверил, но когда он мне на следующий день сказал, что ты еще поработай, я, конечно, понял, что это разводка.
Ну, это был как раз-таки где-то 2006 год. Вот это была моя первая работа, и мне кажется, что это как-то было связано с SEO. Я просто не помню, там были ссылки или нет в этих текстах. В общем, такой фейл очень интересный. Этот печальный опыт, он не сказался на твое настроение продолжать вообще развиваться в SEO? Знаешь, это было давно, я эмоционально помню, что мне было, наверное, не очень приятно, но сейчас я это вспоминаю, мне вообще весело, реально. А тогда, наверное, это такая небольшая ступенька, но это не самое страшное, Бер. Следующий пункт. То есть, когда я решил выучить там типа верстки или что-то там программирование, учебник JavaScript, то есть я его купил для дураков, как он так назывался. Я его как-то проштудировал, я как-то подумал, что я типа умею верстать. Я не знаю, как это связано, я искал работу. То есть, по факту, да, вот этот парадокс номер 2, я не знал, на самом деле, у меня не было навыков, но я искал работу, и я прошел там 5 или 7 интервью, и меня никуда не брали. На самом деле правильный подход. Это как некоторые учатся плавать, чтобы научиться, надо броситься в воду, и ты уже от безысходности научишься. То же самое. И меня в итоге взяли в компанию, мне тут повезло, то есть меня взяли стажером, и меня обучали. То есть мне поставили минимальную зарплату на 2006 год, это 12 тысяч рублей. Если там сейчас перевести, это сколько там? 1030, наверное. Поставили такую зарплату, и я сидел и обучался. То есть я обучался, как интегрировать шаблоны в Bittrex. Представь, 2006 год. Я сейчас вспоминаю себя, как я учился, как я школьником в 5 классе ходил с книжками, бросая портфель туда-сюда, и где-то сидел Магомед Чербижев, который по книжке изучал верстку и уже работал верстальщиком. Охренеть. Да, Халаш, здесь ты среди стариков. Когда вообще как получилось, что я вообще начал версткой ковыряться в ней? Мне предложили стать веб-мастером в нашей стоматологической клинике, где я курьером работал. И я предварительно позвонил другу, который, так, шарил в компьютерах. Мы пошли в компьютерный клуб, открыли этот сайт, и я скопировал главную и внутреннюю страницу на дискете. Еще дискеты были, на дискете. Исходный хранить как. А потом на следующий день у нас должен был быть созвон с предыдущим веб-мастером, и он должен был объяснить, как работать с CMS-кой внутри, да, как править и прочее. И он мне по телефону диктует, я это все делаю, то есть Ctrl-C, Ctrl-V и прочее. И, в общем, он мне что-то такое наговорил, после чего футер, то есть там система была Netcat, и там шаблон страницы делился на 2 части, хедер и футер. Нижняя часть слетела. То есть там сразу отображался просто PHP-код. На тот момент я не знал, что это. Это просто вопросительные знаки, доллары, просто ужас и кошмар. Так PHP-шники так тоже сидят. Да. И я не понимаю, и он мне говорит, что это ты что-то сделал, там типа что-то не то. А я точно помню Ctrl-C, Ctrl-V, прям по буквам все, что я делал. И он ничего не говорил про бэкап хостинга, как это все откатить. Просто сказал, все, мне пора, давай завтра. До завтра я до него не дозвонился, просто не дозвонился. Если бы я сейчас был тогда, я бы просто взял там и откатил бы на сутки назад. Но тогда я этого не знал. И такая ситуация, я жил тогда в Менделеево, это 2 часа от Москвы, где-то мне 2 часа надо было до работы ехать. И последний автобус в 9 вечера. А дома у меня компьютера нет. И я такой работал до закрытия. Пытался что-то там разобраться, что-то понять, как делать, поехал домой, и я помню этот момент, когда я ложусь спать, у меня мысль такая, интересно, я завтра сам проснусь или мне с работы позвонят? Я от звонка от телефонного звонка, когда позвонил секретарь и спросил, а что у нас там с сайтом? Я сказал, а что там доллары всякие? Они, да, так и должно быть, сейчас реконструкции. И я просто открываю блокнот, смотрю исходный код сайта, смотрю исходный код сохраненной версии этой в блокноте, да, HTML-код. Я вообще ничего, ни одного символа не понимал. Я просто построчно восстанавливал. И я так восстановил главную страницу. Ты, получается, еще до того, как пользоваться гитом, сам себе гид был.
То есть ты просто откладывал какие-то определенные вещи, то есть, получается, ты сам делал бэкап по тем местам, которые ты помнил. Да, и причем там такой момент, сейчас, наверное, программисты, там верстальщики меня поймут, там был шаблон, который на PHP, он же динамический. А Да-да-да. я не знал, что динамический, не динамический, PHP. Я вот видел HTML и думал, что в шаблоне должен быть HTML. Мгм. Вот. И если меню разворачивалось, а динамику я через HTML не мог сделать, там, через CSS и прочее, да, я просто делал клон этого шаблона, клал его и присваивал нужному разделу соответствующий клон, где вот этот пункт меню развернут. Ну, то есть кропотливая работа была. Как это жестко. CMS превратил, то есть, да, то есть динамическую часть, статическую превращал таким. Потом я уже понял, там, HTML, как CSS, все это дело выучил. К тому моменту, когда я уже разобрался, выучил, у нас на работе, ну, в смысле, у нас в университете была вакансия в отделе по работе с интернет-сайтом, и я пошел туда, у нас там начальник отдела был староста наш, вот, мы с ним поговорили, он меня взял, в общем, я там работал. Такая Интересно. Ну, мне эта вся история понравилась, и я еще поступил на второе высшее тогда в информационные системы и технологии. Параллельно учился на двух, в том же вузе, где работал. Такой вопрос, я извиняюсь, Берт. Вы сейчас в Москве живете, да? Оба? Я сейчас на удаленке в Ингушетии выкажу. Ага, нормально. А Магомед, получается, где? Я жил в Москве, сейчас я нахожусь в Германии. Ты уехал, Магомед. Интересно, не знал. Пока не забыл, забегая немножко вперед, хотел, раз мы уже упомянули HTML, PHP, насколько глубоко должен SEO-специалист знать HTML или PHP, или, может быть, еще какие-то другие языки, чтобы быть хорошим специалистом? Смотри, Берт, сейчас мы ответим на этот вопрос, просто если первую часть завершить, вот эту вводную, с чего мы начинали. Для слушателей два тезиса, которые я бы выделил. Первый – это до конца идти, то есть 5 собеседований, 10, 15, не сдаваться. Да? В любом случае, там рано или поздно вас примут на работу, наверное, как так искать стажировку. И второй пример Элморза – это то, что вот стрессовая ситуация, которая у него была, когда там сайт не работает, тебе нужно починить, вот происходит самое быстрое обучение. То есть это реально стресс, это тяжело, но в этот момент ты очень, очень сильно и быстро обучаешься. То есть там за 3 дня, наверное, можно изучить столько, сколько за месяц. В такой ситуации, когда сайт не работает, и тебе звонит клиент и говорит, что происходит. Просто. Руководитель, когда сказал, сколько стоит этот сайт, так намекнул, да, в середине недели. Вот, а это такая цифра была, что я там, не знаю, за полгода, наверное, заработал бы только эти деньги на тот момент. Я тоже когда-то работал, когда часто тоже возникали ситуации, я был администратором, и если сайт по какой-то причине не работал, я всегда все списывал на DOS-атаку. Даже когда сам ломал? Да, даже когда сам ломал, я всегда говорил, на нас DOS-атака, срочно. Так, Берт, теперь у тебя был вопрос, насколько важно для SEO-специалиста, вот эти PHP, JavaScript, верстка, правильно? Такой вопрос? Да. Ну, если там мое видение какое, это дополнительный плюс, и сейчас это не обязательно, в принципе, потому что сейчас очень, такие много подпрофессий, много профессий, и ты можешь быть чисто SEO-специалистом и, в принципе, не владеть это на том уровне, на котором мы знаем, это с Элморзом, потому что мы там так или иначе с этого начинали. Но в любом случае понимать хотя бы HTML, вот верстку, это желательно. Вот, это желательно, это будет плюсом, но это там, не сказать, что это прямо сейчас обязательно. Всего много других внутренних моментов, которых в первую очередь нужно изучить. Это тексты, это в целом контент страницы, это внешнее ссылочное построение.
Вот, и если после того, как с этим все хорошо, тогда по горизонтали можно развиваться и в эту сторону. Да, это как в дизайне. Вот дизайнер, если ты хороший дизайнер, но ты намного больше ценишься, если у тебя есть навыки HTML. Потому что ты лучше можешь взаимодействовать с верстальщиками, когда ты знаешь их язык. И там еще такой момент, что если ты в своей работе ставишь, допустим, задачи программистам, да, или ты знаешь, что проект будет начинаться, или берешь какой-то проект, ты, зная, допустим, тот же HTML, CSS, там, PHP, там, на питоне ты можешь парсер написать, неважно что, да, ты можешь более корректно сформулировать задачу и, допустим, сразу переступить через несколько ступенек, сразу сделать необходимые задачи, да, то есть, грубо говоря, сократить вот это время, экономия бюджета будет. Да, это ты сейчас говоришь об очень хорошем SEOшнике. То есть это не просто SEOшник, это уже SEOшник, вебмастер, скажем так, как мы ранее выражались. Почему? Потому что я вот, отходя коротко очень, смотря на дизайнеров, замечаю, что есть дизайнеры, которые умеют просто делать дизайн. Ну, типа, просто умеют создавать красивую картинку. Но недостаточно уметь создавать просто красивую картинку. Нужно знать, что эта картинка может на тех или иных устройствах или там на компьютере каком-то, на Safari или где-то еще работать неправильно. И вот эти тонкости говорят о том, что ты довольно хороший специалист, что если ты умеешь в этих тонкостях разбираться. И Алмаз очень прав. Недостаточно сидеть на том, что ты просто изучил SEO. Надо смотреть, а что будет, если, например, там условно SEO ты пишешь, и что будет, если его там запустить на PHP, как он там работает, каким образом. Подробнее нужно изучать, углубляться в свою профессию. Я вот думаю так. Я знаю, что у вас большой опыт в этой профессии, уже много лет прошло, и я знаю, что и Элмарс, и Магомед работали в разных крупных компаниях, и Элмарс запускал свою компанию, и у Магомеда есть своя собственная компания, и, насколько я знаю, Магомед ведет тренинги и в больших известных компаниях обучает людей. Хотелось бы узнать, как у вас сегодня обстоят дела с работой или, может быть, с компанией? Элмар, кто начнет? Ну, я могу начать. Я работал, ну, то есть сначала я работал в стоматологической компании, потом ушел в университет. Там я работал, у меня зарплата была 2000 рублей, которую я забрал только через год. Вот, я год проработал в ВУЗе и пошел сразу, ну, потом деньги понадобились, а так я фрилансил, и решил на нормальную работу устроиться, ну, за нормальные деньги. И устроился в БДБД. Причем самое интересное, что я, когда вот для тех, кто ищет работу, да, я когда туда устраивался веб-мастером, да, верстальщиком обычным. Я просто там в пункте «Расскажите о себе» еще дополнил там все, что я делал, подробно расписал, в каких компаниях, чем занимался, какие там достижения и прочее, прочее, прочее. И я не прошел на верстальщика на позицию, но меня потом пригласил генеральный директор компании на тот момент, пригласил меня на собеседование к руководителю отдела по продвижению. И я прошел там собеседование, устроился туда. То есть тоже такая ремарка для тех, кто ищет работу там или хочет куда-то устроиться, да, что это все очень важно, все подробно себе расписать, все достижения. Если вы можете не попасть на конкретную позицию, вы можете попасть на другую. Вот. Потом я 5 лет проработал в компании РБС, потом ушел оттуда, открыл свою компанию, несколько лет своей поработал, потом опять вышел в штат, ну, в общем, так меня кидало. То в штат выходил, то свою открывал. Ага, интересно, а Магомед, а у тебя как? 2006 год я устроился, получается, в компанию. В итоге меня взяли на позицию, как я уже говорил, Bittrex, интеграция шаблонов. Я, по-моему, полгода там проработал, и вот то, что я точно помню, что, как я понял, что это не мое. Когда я сидел, я работал, бывало такое, что я просто, знаешь, как-то глаза прям закрывались, то есть я просто засыпал микросон или как это называется, может, знакомо. То есть
Я не скажу, что я прям так сильно уставал, да, в процессе работы, но, видимо, это меня не интересовало, это да, не будоражило так, чтобы я прям погружался. То есть и дальше получилось, ну, видимо, руководитель мой это видел, и они знали, что, условно говоря, у меня есть какие-то понимания по SEO, что я там плюс-минус знаю, что это такое. И это 2006 год, это как раз-таки расцвет SEO, на самом деле. И поэтому нас с Элморзом и взяли, в принципе, без опыта в эти отделы. То есть если сфера новая, да, инсайт такой, если сфера новая, то вы можете стараться, вас могут взять, в принципе, без опыта, обучить и дальше двигаться. Это произошло с нами. То есть 2007 год меня взяли в SEO-отдел. В общем, я работал руководителем SEO, работал и SEOшником. Я проработал лет 5. И когда я заметил, что для моего мозга стало как-то скучно, то есть я опять... Но это было драйв. То есть как я понял, что это мое, это было реально драйв. Я не замечал, как летит время. То есть просто пришел в 10, ушел в 7, и там время просто стало улетать. И это был сигнал того, что ну, это твоя тема. То есть как понять, это твоя тема или нет, вот одни из таких признаков, что ты не смотришь на время. И через 5 лет, в принципе, мне стало скучно, и мозгу стало скучно, и было принято решение в 2010 году строить компанию. Вот, компании за 10 лет я построил 2, получается, с 2 разными партнерами. Параллельно ты имеешь в виду или Нет, один? 2010 по 2015 это одна была компания SEO Intellect, 2015 по 2020 это была, ну и сейчас это OES. Ну, скажу так, что ставились задачи, я хотел бы построить компанию по модели той компании, в которой я работал, видимо, да, я видел, что у нас там человек 50, и когда я уходил, я тоже хотел построить такую компанию. Но, к сожалению, мне не удалось это сделать. То есть можно сказать, что как бы цели я не достиг за эти 10 лет. Там максимальное количество сотрудников было 15. Это, как бы, не знаю, можно сказать, что там мой потолок, которого я достиг. Какая самая большая сложность или проблема, которая не позволяла тебе расти дальше? Я думаю, да. Ну, это отдельный вопрос, он такой, который требует раскрытия. Мне сейчас его раскрыть, почему не удалось это сделать? Ну, можно отложить, тогда немножко отложим, может, когда перейдем вообще к теме своего открытия своего бизнеса или работы по найму. Можно как раз параллельно, если вы не против, нам задают вопросы в чате. Да. История кейса по SEO. Ну, и я могу начать вот 2015 год, то есть я запускаю новую компанию и OES маркетинг, и как раз-таки стоит там передо мной задача продвинуть сайт OES по запросу продвижения сайтов, но это типа самый там крутой запрос тематики, если сайт находится в топе по этому запросу, то там, ты получаешь клиентов, славу, все там и так далее и тому подобное. Как раз-таки 2015 год для того, чтобы продвинуть ресурс, там важные факторы, помимо там ссылок, но и возраст. Соответственно, я запускаю молодой проект и начинаю на самом деле прокачивать его с точки зрения статей. То есть я начинаю активно писать статьи самостоятельно на тему того, как самостоятельно продвигать сайты, как продвигать сайты бесплатно там, и так далее, раскрывать какие-то темы. Таким образом, там, ну, в принципе, ну, наверное, года там, 1,5-2 у меня ушло на то, чтобы инвестировать в проект, и там в итоге он вышел в топ-5, топ-3 по запросу продвижения сайтов. Мы находились в топе и там, получали заявки, получали обращения в компанию.
Насколько часто, Магомед, вложения, вообще эти компании, они окупают себя? Есть ли вообще статистика по окупаемости? Смотри, если брать на сегодняшний день, чтобы понимать, нужно SEO для вашего бизнеса или нет. Если у вас интернет-магазин, то это определенно да, потому что там большой, ну там более 50% трафика в принципе приходится на там, SEO, на Яндекс и на Google. Понятно, что нужно первоначально инвестировать, но в перспективе 1 года мы будем видеть, что стоимость привлечения клиента SEO, она там самая дешевая. То есть она там, дешевле, чем контекстная реклама. 3, 5, 6 раз. Но единственное, SEO это, грубо говоря, марафон, когда тебе требуется вкладывать, и отдачу ты получишь не сразу. Если у тебя стартап, и тебе сегодня нужны деньги, и тебе сегодня нужно получать клиентов, и ты не знаешь, проживешь ты год, да, если у тебя такая ситуация, то SEO – это не тот канал, с которого стоит начинать, потому что SEO сейчас не дает быстрый возврат инвестиций. А SEO, который был 10-15 лет назад, и SEO сегодня, это совсем разные вещи? Или... Разные вещи. Начиная от возврата инвестиций, то есть если раньше в 2006 году тебе достаточно было в 200 каталогов добавить ссылки на свой сайт, и у тебя пошли продажи, да? То сейчас нет, это не так. Ну, как бы Яндекс, он же тоже борется с SEO, он своеобразно так в экономической сфере в определенной степени заборол его, потому что в контекст было всегда дорого идти, и все шли в SEO. А как сделать так, чтобы люди шли в контекст и меньше шли в SEO? Сделать так, чтобы новые сайты ты начал делать SEO, и отдача будет только через полгода, грубо говоря. А тебе нужно сейчас, и ты идешь в контекст. Вот образом они откидали до как бы вот эти бюджеты, которые мимо них проходили SEO, и плюс еще увеличение количества рекламных блоков на странице выдачи, да, то есть сверху 4, снизу 5, еще там колдунчик, еще там Яндекс.Услуги, еще там новости, картинки, там прочее, Яндекс.Маркет. Вот. Для чего, собственно, сейчас и судится. Вот. Вот это вот, да, вот это вот все потихоньку отъедает долю той прибыли, которую ты мог получать. А касательно, расскажите, успешных кейсов, вот самый успешный кейс, это, наверное, такой яркий, это фабрика окон. По-моему, даже руководитель компании приходил еще в бизнес-секреты к Тинькову и там все дело рассказывал. То есть ситуация была такая, он был как раз, кстати, клиентом нашей компании. Они занимались... Ты имеешь в виду твоей компании, которую ты открывал? Или где ты работал? Компания, в которой работал, да, 2006 год. Ну, компании тоже уже много лет. Вот. И он что делал? Он работал в одной компании, да, потом сделал сайт, начал его продвигать, получал заказы и уже просто брал и, грубо говоря, перепродавал. То есть заказывал в той конторе, где он работал, да, эти окна, сам ездил там, еще ребят отправлял на вот эти все замеры, вот, и, ну, грубо говоря, накидывали свои деньги и ставили окна. За счет этого компания сильно поднялась, очень сильно поднялась эта компания, потом вплоть до того, что, ну, то есть бизнес продвижения, он был настолько рентабельный и хорош, что они потом открыли свою компанию, которая занималась продвижением сайтов. Да? То есть такая ситуация была. Ну и, грубо говоря, я там вел... У меня зарплата на старте была сколько там, 12 500, по-моему. Через полгода там 30, там вот где-то так. А оперировал я бюджетами там 4, 5, 6 миллионов. Вот, ничего себе. Это где-то... Спрашиваю в чате, вот как раз мы про денежки говорим. Какая зарплата вообще у SEOшника? Сколько вот в программировании у нас фронт-энд, бэк-энд, возьмем условно. Средняя зарплата джуниор-разработчика, я думаю, у вас тоже есть что-то, какой-то там грейд, типа там junior, senior, там SEOшник и так далее, так далее. У программистов там средняя зарплата для джуна это где-то 40-50 тысяч и выше. А вот у SEOшника, вот, например, условно,
Я вот заинтересовался вашими цифрами и с вашим опытом и хочу изучить SEO. Какую зарплату я могу ожидать, если, например, я начну изучать SEO и захочу устроиться в какую-то компанию? Или же мне нужно искать вообще работу там только во фрилансе для начала? Ну, для начала тебе нужно пройти курсы у Магомеда. Интересно, подробнее. Да, а потом пойти. Но я думаю, на старте где-то 30-40. 30-40 – это моя примерно начальная зарплата, да, которую я потенциально могу получать. А какой вот… Да, грубо говоря, если ты прошел курсы там какие-то, да, и неважно где. Ну, то есть тебе будут вопросы задавать, да, вот это что нужно сделать, вот новый сайт создан, что нужно делать, и ты на них отвечаешь, и какие-то там примеры, да, ну, то есть ты не плывешь в теме. Ну, грубо говоря, прошел курсы, и ты вот начальный базис вот этот имеешь. А потом ты обрастаешь опытом, потом ты видишь нестандартные ситуации, находишь решения из них, всякие хуки находишь, и потом, да. Это уже с опытом это как бы, да, в принципе, приходит. А вот потолок какой? Вот прям вот, чтобы я знал, сколько я могу максимум получать. Ну смотри, потолка как такового нет, все от тебя зависит. Потолок, ты знаешь, потолок, он больше… Если ты все-таки в SEO именно, да, ну, на мой взгляд, по-моему, это у фрилансеров больше. Их мало, они очень крутые, и у них потолок может быть больше. И потом их могут даже забрать in-house, там, с доли, как-то вот так. А в циферках это сколько будет? Если студия, да, и у них поток, у них конвейер, там зарплаты сейчас не такие большие. Раньше, когда это все было в диковинку, вот когда я туда шел, у меня, как у помощника SEO-специалиста, было 12 500. Через несколько месяцев я стал специалистом, у меня увеличилась зарплата там, по-моему, где-то в 2 раза. Увеличилась она, и потом мне сразу включили премиальные. И вот я помню, в 2007 году, по-моему, у меня премии были порядка 100 тысяч. Вот этот 100 с копейками, это был максимум. А зарплата была около 30-35. А сейчас, сегодня в среднем в российских компаниях? По-моему, не сильно выросло с тех пор. Вот в программировании выросло, да, а в SEO не так. Вот, ну, лидеры у нас, наверное, на рынке все-таки Кокос из студий. Вот у них стабильно сколько там, 100 с лишним, 200, 100-200, вот так. В принципе, то, что Элмес говорит, если брать хорошего уровня специалиста, ну, хороший плюс, или там сеньора, да, то это 120-150, если мы говорим, что ты работаешь в агентстве, которое занимается продвижением. То есть у тебя много проектов, понятно, что на тебе компания зарабатывает, но ты получаешь опыт. Если с таким уровнем знаний ты уйдешь работать на сторону, на клиентскую сторону, ну, там, не знаю, на завод какой-то, да, да, или фрилансом, естественно, ты будешь, ну, получать больше, но у тебя не будет этого круга общения, который есть в компании, у тебя там, тебе нужно будет заниматься другими вещами, вот, тут как раз каждый сам себя определяет. Я думал, у SEOшников больше зарплаты. Я думал, там вы скажете где-то 200, 300, 400. Нет. Это ты говоришь про каких-то, знаешь, топовых, которые либо руководители отдела. У рядового специалиста такой зарплаты нет. А вот я так понял, что у специалиста три пути вообще. Либо работать по найму, либо работать на фрилансе, вот как говорите, брать какие-то компании и работать с ними, и основывать свою компанию. Вот где можно выжать максимум? Я могу сказать про максимум. Да, Берт, путей больше. Смотри, первое, еще раз, ты работаешь в агентстве, плюс нужно всегда начинать с агентства, ну, по мне. Почему? Потому что на тебя сразу сыпется много проектов разных, ты очень быстро нарабатываешь экспертизу, и тебе платят копейки. Ну, берем так в среднем. Это минус работы в агентстве. Но опыта ты получаешь очень быстро и очень много. И нарабатываешь связи, знакомства с коллегами. Это путь агентства. Потом ты можешь работать или фрилансером, или ты можешь пойти работать, я имею в виду на завод, когда я сказал, ну, вот в фабрику окон, к ним на стороне, в компанию. In-house, да, так называется.
Там тебе будут платить, условно говоря, в агентстве, если платят 150, в такой компании тебе будут платить 250, 200, 250. И делать тебе нужно будет меньше. Ты просто будешь получать деньги за свой накопленный опыт, там, скажем так, работы в агентстве. И причем Потом, эти компании экономически, как бы, ну, то есть понятная история, потому что, допустим, пример, да, мой, когда я уже сам на себя работал, к нам пришла компания по недвижимости, агентство недвижимости, вот, и там чек был порядка 200, по-моему, 70, да, 200 перечисляли мне, то есть я там был и коллега мой, там товарищ, вот, и 70 у них был бюджет на ссылки, там, на рекламу и на прочее, плюс программисты все были у них, то есть они сами оплачивали ссылки, они сами вносили все рекомендации, нам они платили только за консалтинг, за нашу экспертизу, и вот у нас было 2 человека, вот, и получалось у нас по 100 тысяч просто с одного проекта. И причем, для понимания, 270 тысяч в месяц – это было немного. Потому что еще году в 2008-2007 я вел проекты, там, VIP-клиенты, которые по 500 000 платили. Да? Элитный туризм, где нужно было вывести в топ-3. Это, то есть, первое место там Википедия занимает, второе место там официальный сайт там Франция.ру или какой-нибудь такой, да, и вот по запросу там Франция, туры Францию, ты должен в топ-3 попасть. По сути, это первое место тебе надо выбивать. Такие были двери межкомнатные, кухни, кондиционеры, вот это. У них очень большие прайсы были, ежемесячно. Можно такой вопрос? Ты вот про ссылки поговорил, немного отходя от темы. У меня был опыт с работы с SEO. Какое-то время я думал, что я, наверное, буду SEO изучать. И есть такая тема, не знаю, наверное, вы слышали, может, нет, All Submit называется. Программа была. Она позволяла... Да. И есть понятие белый SEO, есть понятие черное SEO. Я в тот момент особо не знал, что от белого SEO можно получить, и больше изучал черное SEO, где есть специальные программы, которые позволяют постить во множество каталогов разных твои ссылки. И суть заключалась в том, что эта программа, она автоматически создавала профиль, в описании профиля вставляла ссылку, там можно было HTML-ссылку вставлять, и это, я забыл, как это называется, в SEO, скажем так, языке, но там было такое понятие, что вес твоей ссылки... Да, вот это, и она не относилась к черному SEO, это было что-то, более... Ну, там, знаешь, как был... Вот это было черное. Как? Хрумер. Да, точно. И там был прикол еще такой, что я за 2000 рублей купил себе через Хрумер, он мне сказал, я тебе могу там 200 или 500 ссылок дал, профилей, сайтов разных, и где можно вставлять вот такие вот ссылки. И я купил у него вот эту вот базу, в итоге прогнал ее через эту базу, и могу сказать так, сейчас я уже, наверное, думаю, вот тут вопрос сейчас есть из чата, сейчас я уже думаю, что это уже не актуально, потому что сейчас уже все эти дыры, все это перекрыли, но тогда, насколько я помню, мой сайт довольно хорошо и CTR, вот этот вот яндексовский был, сейчас он, по-моему, не актуальный, и PR, вот этот вот гугловский был, у меня довольно очень хорошо поднялся в поисковых запросах, индексация поднялась, и это мне позволило увеличить количество просмотров и, соответственно, дохода. И возникает такой вопрос, сейчас есть такое вообще, вот такие способы уже работают конкретно вот нынешние дни, или это уже все уже умирает, или умерло? Есть какие-то хитрости, да. Тебе сейчас не поможет, но ссылки еще работают. Другой момент, что у них уже не так хорошо они работают, как раньше. Ты имеешь в виду, раньше действовали биржи ссылок? И, я помню, у меня тоже был региональный сайт, да, посещаемость была 2-3 тысячи уникальных пользователей в сутки. Я был тогда студентом. И через биржу ссылок у меня получалось на тот момент зарабатывать довольно неплохие деньги, как для студента. Если память не изменяет, это где-то в районе 20 тысяч рублей в месяц было. Сегодня возможно на ссылках вот так зарабатывать? Да, с хорошего ресурса. То есть, продажа ссылок – это не очень такая... Невыгодно?
Не самая лучшая, да, не самая денежная часть. Именно прямо так ссылки продавать. Сейчас лучше рекламу продавать или же, там, не знаю, контекст размещать у себя. Это было выгоднее. Даже когда я свои блоги запускал под SAP, у меня была серия блогов, посвященная дизайну, там, кулинарии, там, разным направлениям. И тот заработок, который шел с SAP, и тот, который шел с того же AdWords, у меня с AdWords лучше получалось. Больше. Ага. Я хотел сказать, Да. Берт, это 06-й регион был, кстати, сайт? Да, да. Да, Я помню. забыл его как страшный сон, я не хотел его вспоминать, но да. Прости, что пришлось запомнить. Вот. Ну, как раз тут вопрос был про максимальную стоимость SEO, сколько можно заработать максимум SEO. Но я сейчас изучаю западные ресурсы, что на Западе, и сейчас очень модное направление – это реферальные, то есть обзорники на какую-то тему, и ты раскрываешь тему, и ты делаешь реферальные ссылки там, на сервисы. И вот недавно смотрел один блог, этот парень делает статьи, условно, а-ля топ e-mail сервисов, топ там, сервисов для проведения вебинаров, да, и такие у него подборки на английском языке и так далее. Он делал выкладку, вот сколько он там зарабатывает в месяц. Блог ему приносит $70 тысяч в месяц на этих реферальных отчислениях. Но понятно, что он вложился в этот проект, то есть просто так такие сайты не растут, там конкуренция бешеная, там, допустим, если взять лучший хостинг и делать подборку, там тоже очень серьезная конкуренция. Но в любом случае вот это направление, когда ты разбираешься в какой-то теме и пишешь статьи и делаешь ссылки на другие сервисы, это очень как раз-таки пассивный приятный доход, и на Западе, естественно, это на x10 это помножается, в отличие от России. И условно Хаваш, допустим, да, владелец YouTube-блога, допустим, он примет решение сделать какой-то блог, и он начинает писать статьи, которые плюс-минус рядом с темой программирования, и ссылаться, и делать какие-то подборки, ссылаться на какие-то сервисы, на хостинги, и везде вшивать свои реферальные программы. Продвигая свой ресурс, он будет как раз-таки получать трафик, и этот трафик будет конвертироваться в, соответственно, в регистрации на сервисах. Да. Извини, продолжи, я потом скажу. И отчисления для Хаважа. Вопрос такой, Магомед, смотри. По-моему, я читал про SEO наоборот. То есть, условно, я писал, у меня были блоги ранее, там и сайты у меня были, неважно. И насколько я помню, когда было правильное соблюдение SEO-правил, там говорилось, что не ссылайтесь на другие ресурсы, или же делайте так, чтобы эти ресурсы, которые находятся на вашем сайте, сначала ссылались на ваш сайт, который будет редирект делать на другой там, на этот ресурс. И при этом намного лучше для вашего сайта в плане индексации будет, если другие ресурсы будут ссылаться на ваш сайт, что увеличивает показатель именно в позиции поисковой системы. Я вот такое вот читал. Это сейчас вообще актуально или это типа уже не важно? Ну, смотри, тут как тебе сказать, на 2010 год действительно это писали люди, что будьте осторожны, открывайте внешние ссылки. Да-да-да. Сейчас, это не так актуально, важно, на кого ты ссылаешься. То есть, если ты ссылаешься на какой-то спамный ресурс, ну, тогда поисковые системы будут на это обращать внимание. Если ты ссылаешься на какой-то сервис, который достоин внимания, ну, к примеру, MailChimp, да, или вот на этот сервис, где мы проводим сейчас там, вещание, да, то поисковые системы, ну, вот это вот про то, что ты говоришь, это old SEO, это вот реально 10 лет тому назад. Сейчас, ну, ты привел трафик на сайт, у тебя, к примеру, там 100 тысяч человек в месяц посещаемость твоего блога, ну, тебе же нужно ее как-то монетизировать, и
Соответственно, ты делаешь... Да. И ты ставишь ссылки, это как раз-таки, когда был, ну, то есть был постепенный переход от количества к качеству, то есть раньше количество выражалось чем? Вообще формула пиара, о чем она говорит, что на вас, чтобы все было хорошо, на вас должны ссылаться больше, чем вы на кого-то ссылаетесь, да? Кто из ученых круче, на чьи чаще ссылаются. Вот. Тогда это был просто параметр количества. Когда мы нашли такой ключик к параметру количества, как программа AllSubmitter, как Runner, как возможность там, через уязвимости в блоге WordPress добавлять ссылки, через комментарии еще какими-то, да, то есть, соответственно, получилось, что мы могли манипулировать этим самым количеством. И Яндекс и другие поисковые системы, они ввели параметр качества площадки, да? То есть какие именно площадки на тебя ссылаются, как вес передается. Потом уже касательно исходящих ссылок начали смотреть, хорошо, ты ссылаешься, а на кого ты ссылаешься? Если ты ссылаешься на площадки с плохой репутацией, это тебе минус. Ты сам владеешь своей площадкой, ты ссылаешься на площадки с плохой репутацией. Это сразу ударило по бирже, да, то есть ты уже покупать не мог нормально, потому что все те, кто размещали и у кого ресурсы были хорошие, они заботились о том, чтобы размещать ссылки на хорошие площадки с полезным контентом. Потому что если ты будешь размещать ссылки на плохие площадки, то в определенный момент вот эта вот масса ссылок, исходящих на плохие площадки, тебе очень сильно повредит. Ну, в принципе, логично звучит довольно-таки. Смотрите, говоря о исходящих ссылках, положительный фактор наличия изображений, да, в статьях. Положительный фактор – это наличие видеоматериалов, да, на сайте. Ну, то есть, если не будет исходящих ссылок, то и этого не будет. То есть, видео у тебя же не свой YouTube. То есть, там есть некоторые моменты, которые положительно влияют. Но, тем не менее, если ты будешь очень много разных ссылок добавлять на свою площадку, ну, это не очень хорошо, потому что так или иначе ссылочный вес никто не отменял. Ну, то есть это в итоге у тебя получается мусор ссылок, нежели качество каких-то определенных ресурсов, которые будут там пользователь наводить на нужную информацию. То есть еще такой момент, как переходы по ссылкам. Если ты размещаешь кучу ссылок, но по ним не переходят, это тоже нехорошо. Ну да, кстати, это читал. Если вы не против, я задам вопрос. Тут в чате еще задают, я дополню вот этот вопрос. Вот поисковые системы, они все время обновляют свои алгоритмы. Стараются ли они сделать так, чтобы... Хотят ли они вообще отнять работу у SEO-специалистов? И есть ли вообще риск того, что эта профессия как SEO-специалист, она перестанет существовать? Или, допустим, если вообще сами по себе поисковые системы они перестанут существовать, будет ли профессия SEO-специалиста? Ну и все, в общем. Ну, начну с конца, наверное. Сама поисковая система, она никуда не исчезнет никогда, потому что человеку всегда нужно будет искать информацию. Может быть, формат чуть-чуть поменяется, но, тем не менее, люди будут искать. Вот. И все, наверное, пользовались Инстаграмом и знают, какой там кривой поиск, неудобный, и там очень тяжело найти что-то, порой, когда там что-то нужно найти. Вот. Касательно того, как поисковики относятся к SEO. Они, с одной стороны, помогают и стараются сделать, чтобы SEO было такое с человеческим лицом, в кавычках. Но, с другой стороны, они понимают, что через SEO проходят большие бюджеты, вот, и они хотят получить кусок, да, и побольше желательно, а желательно вообще все деньги. Поэтому такой момент, еще даже я помню субботник, много лет назад, я с Магомедом, мы были на Яндекс.Субботнике, и там тогда выступал еще покойный нынче Сигалович, и Мага задал ему такой вопрос. Сейчас, говорит, на странице выдачи, на сердце, сколько там было? 1 или 2 позиции директа, да? Сколько там ссылок было? Ну, в общем, такая ситуация была, что если ты в Яндексе что-то вбиваешь, то вот с ноутбука, если смотреть, пол экрана, да, это вот Яндекса, да, там реклама, а потом уже там 1-2 место можно разглядеть уже органическая выдача. Вот. Тогда сказали, нет, вроде все, как бы нет, мы больше ничего не будем делать такого.
как бы усугублять эту ситуацию. Но сейчас, если ты с ноутбука сидишь, ты что-то ищешь в Яндексе, и ты в первом экране не увидишь органическую выдачу. Ты увидишь контекст, и потом второй экран, у тебя пол экрана тоже будет контекст. Поэтому... А как часто поисковики меняют алгоритмы, и как часто SEOшнику приходится обновлять свои знания до актуального состояния? Ну, знания постоянно ты обновляешь, потому что работаешь, что-то делаешь, там какие-то эксперименты запускаешь. Алгоритм, он регулярно обновляется. То есть раньше Яндекс выкатывал такие глобальные там, алгоритмы, да, что-то делал, там всякие там, как там говорят, Саранск, да, там в города играл, выкатывал алгоритм, называл его как-то. Но потом уже более гладко все пошло. Вот. И когда пришел Matrix.net, там уже все более гладко пошло. Ильяс Курскиев спрашивает, не умрет ли она как профессия верстальщик? Это для меня новость, оказывается, профессия верстальщик умерла? Лет 10 все говорят, что SEO умрет, тема умирает, а вот она умирает, но никак еще не умерла. Нет, оно еще не умерло, оно еще будет жить, но просто такой момент, что оно немножечко меняется, происходит такая своеобразная деформация. Если раньше нужно было просто вывести площадку в топ-10, потом все решили, что нужно продвигать по трафику, потом все решили, что круто не SEO, а SEM, то есть, да, там и сразу и контекст, и там и органическое, то есть комбинировать. Вот если ты там на первых позициях, то можно в контексте не размещаться, как только ты просел, сразу подключается контекст, и SEO-пульт в свое время это хорошо очень использовал. Потом появились всевозможные агрегаторы, и SEOшник говорит, что мало просто быть в топе, потому что это всего лишь одна ссылка. Нужно быть еще в топе каждого агрегатора. То есть куда бы человек ни кликнул, чтобы он на твою компанию наткнулся, чтобы он к тебе перешел, у тебя заказал. Вот. И в свое время, я помню, продвигал лимузины, когда у нас было 3 сайта, и вот в Рамблере даже доходило до того, а Рамблере на тот момент была выдача Яндекса, что первые 3 позиции – это вот 3 сайта, 3 аффилиата, которые я продвигал. В контексте мы еще размещались в начале. Справа был блок «Бегун», там тоже мы размещались. И в середине страницы там были картинки, поиск по картинкам, и там тоже были фотографии наших лимузинов. То есть сколько получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ссылок с главной страницы. Вот. Ну, то есть вот таким вот SEO начало становиться. Так, следующий вопрос. Михаил спрашивает, спросите, запускают ли поисковые роботы JS-код? Какие прогнозы насчет этого? Вот мы сегодня знаем, что новые технологии появились, SPA-сайты, на JS обновляются страницы на лету. Насколько хорошо они оптимизируются с точки зрения SEO? Ну, смотря как ты делаешь. Старая проблема была еще с XML-сайтами, вот эта вот история JS-меню. Я очень много забраковывал в свое время JS-меню и заставлял клиентов верстать все на CSS, потому что это все поисковики тогда не видели. Сейчас ситуация получше сложилась, но как бы сейчас особых проблем с этим нет, потому что, как правило, оно еще и дублируется, и карты сайта. Я сейчас не вижу с этим больших проблем. Есть другое, что у тебя динамический контент, и как именно он подгружается, как он отображается, как это именно бот поисковика видит, вот это надо проверять. Это надо проверять в интерфейсе вебмастера Гугла и Яндекса. Вот. А касательно всяких таких крутых штук, очень здорово работает, по моему опыту, именно бесконечный скролл. Знаешь, когда прокручиваешь, у тебя автоматически подгружается следующий пост, и в адресной строке URL меняется. Вот. Это позволяет увеличить время, проведенное на сайте, да, там по отказам лучше у тебя получается статистика. Я так понимаю, да, про SPA это сайты, которые полностью на этой технологии построены, как раньше сайты на флеш. Вот там, правильно? Да, все верно. Я столкнулся с таким проектом там, 2 года, по-моему, назад, вот если говорить про практику, да, и Google давно говорит о том, что он читает там JavaScript и разбирается в это, и как бы понимает, о чем идет речь, вот, с точки зрения SEO.
Но с точки зрения практики, я помню, когда я столкнулся, изучил там примеры, которые есть, я отказался от продвижения сайта, построенного на этой технологии. Потому что если мы говорим про серьезный коммерческий проект, которым нужно будет конкурировать с сайтами, которые раньше были оптимизированы, раньше вышли в топ, и вот эти новые технологии, они накладывали ограничения. Поэтому я отказался. То есть если вы делаете какой-то интернет-магазин, который должен быть в топе по огромному количеству целевых запросов, там детская мебель для спальни там, и так далее, то, конечно, я бы не рекомендовал делать на данных движках. Если это какой-то сайт, который там, более создан для создания спроса, для вау-эффекта, то, в принципе, настроек там будет достаточно, чтобы сайт индексировался, там какой-то трафик он будет получать. Могу лично из своего опыта один кейс сказать, который... То есть, и, в принципе, если отвечать, это больше программистские вопросы. Ставлю свои 5 копеек касательно этого вопроса. То лучше стараться не делать SPA. Лучше стараться не делать SPA, потому что, исходя из своего опыта, когда я делал Doshlark сайт, он у меня на SPA, и если зайти на него, переходить по разделам, там все мгновенно отображается. Я до того, как его разрабатывал, не знал о том, что... Точнее, не задумывался об SEO-оптимизации достаточно нужным образом. В итоге мне пришлось костыли писать, которые определяли мой раздел, на котором я нахожусь, и отдельно то есть отдельно выводили контент, сразу же HTML давали. Такие костыли приходилось писать. Но могу сказать такую вещь. Исходя вот из этого опыта, который есть у этого проекта, даже то, что он загружается как JavaScript, отметить стоит важный момент. Google намного больше мне дает поисковых результатов, ну, точнее, результатов, которые есть по всяким разделам. У меня там вопросы и там другие разделы, нежели Яндекс. То есть, если Google умеет подгружать какие-то там асинхронные данные, то, например, Яндекс с этим очень плохо справляется. То есть у меня показатель, чтобы вы понимали, где-то, например, 80% это 70% это Google, там 15%, 10% это Яндекс, и потом идет все остальное, там социальные сети и прочее. Так что, говоря уже об этом вопросе, то лучше, если вы хотите, чтобы ваш заказчик возненавидел, если у вас есть такой фетиш, то советую вам на SPA делать. Если же нету, то лучше делайте на каком-нибудь другом решении. Есть много способов, как сделать так, чтобы сайт возвращал вам HTML без вот таких вот костылей. Можно ли, Магомед Элмарс, SEOшнику работать за рубежом, в зарубежной компании с теми знаниями, которые он накопил здесь, работая с российскими компаниями? То есть может ли он устроиться удаленно, либо уехать в зарубежную компанию SEOшником? Давай вернемся к вопросу, умрет ли SEO. Я бы его перефразировал на то, что стоит ли идти вообще на позицию SEO. На дворе 2021 год, стоит ли идти на SEOшника. То есть если уверен, что там 10 SEO-специалистов спросить каждый по-разному, наверное, ответит. То есть если спрашивать меня, то в принципе можно пойти, но идти нужно сразу на Запад. То есть если вы владеете языком, английским языком или каким-то другим языком, там, каким-то европейским, испанским или немецким, и не знаете ничего в IT, к примеру, то вы, в принципе, можете пойти по направлению SEO и довольно-таки быстро разобраться, потому что и в России, и в Украине очень сильная школа SEO-специалистов, которые занимаются продвижением на Запад. То есть украинцы намного раньше к этому пришли, потому что это, скажем так, не ресурсная страна, в отличие от России, и там очень маленький внутренний рынок. И там ребята очень давно, лет на 5, 7, 10 раньше ушли на Запад. И очень много контента на русском языке, как продвигать
сайты на Запад, какие-то лайфхаки, фишки и так далее. Вот, и как бы очень быстро обучиться это делать, двигаться на Запад. В этом случае я бы рекомендовал, наверное, идти на позицию SEO. А вот SEO-специалист в России и на Западе, он отличается в плане того, какими технологиями он пользуется, с какими поисковиками он пользуется, работает? Слушай, это небольшие нюансы в плане, это инструменты, естественно, инструменты под Запад, они немножко другие сервисы, это первый момент. И второе, с точки зрения ссылок, в России культура получения ссылок одна, на Западе она немножко другая, и там есть определенный нюанс, там ссылки значительно дороже стоят, и, ну, грубо говоря, там нет таких популярных широких бирж, как есть в России. Вот там просто немножко другой метод наращивания ссылочной массы. Но ничего кардинального нет. То есть это можно, условно говоря, пройти курс и за 2 месяца понять полностью, что и как нужно делать SEO на Запад. Но Яндекса на Западе нет. Есть Google. Есть ли еще какие-то такие крупные поисковики, с которым обязательно должен быть знаком SEOшник на Западе? Допустим, если ты на Западе, вот вся история, да, продвижения в России, вот сколько помню, Google.ru и Google.com, они всегда были разные. И Россия была всегда одной из немногих стран, где национальный поисковик борол Google. То есть тогда это был Байду там в Китае, ну там рынок закрыт был, потом был в Чехии Сезам, и еще, по-моему, какой-то был, уже не помню. То есть мы всегда были таким небольшим особняком, где Google не получалось там побороть нас, да, и такой монополии не было у них, и мы не затачивались именно под Google. Мы всегда работали по двойной специфике, то есть вот эти рекомендации ты под Яндекс делаешь, вот эти рекомендации ты делаешь под Google, а там, где они друг другу противоречат, ты уже выбираешь, что тебе надо, да. Под Google.com ситуация была как бы тогда кардинально отличная, потому что когда у нас расцветали ссылки, тогда все было там совсем не так. Тогда там за такое просто жестко наказывали. То, что у нас было с SAP, площадка такая, биржа, Google в свое время подобные площадки на Западе очень жестко закрыл. Он просто спарсил все площадки, которые там были, и все забанил. Просто все по ноль вычистил. И вот эта вот ссылочная роль, она там по-другому работала, чем у нас. Но, тем не менее, основные механики – это качество площадки, да, это оптимизация грамотная ресурса. Это такие постулаты, которые надо выполнять. Вот. И вот даже 2008-2009 год, когда было общение еще на форуме Search Engines, там один специалист общался с коллегой из Запада, с Германии, если мне память не спрашивал, а где вы покупаете там ссылки? На что удивленно женщина отвечала, что мы никаких ссылок не покупаем, мы размещаем там рекламные там посты в каких-то изданиях, как-то вот буклеты и прочее. Ну, то есть качественное размещение ссылок было через материалы, через полезные материалы, вот, а не так, как у нас. Поэтому отличия были. Ну и сейчас есть, у нас одна специфика, на Западе чуть-чуть другая, и надо в ней разбираться. Магомед, хотел, вот пока не забыл, вернуться к твоей компании. Ты сказал, что ты уехал. Ты где сейчас находишься? В какой стране? Я в Германии сейчас нахожусь. Да, и как дела с твоей компанией OES? Работает она сегодня? Сколько людей работает в этой компании? Смотри, я отошел отдел, то есть если сейчас сказать, можно сказать, что я не работаю, я, грубо говоря, рефлексирую, отдыхаю, смотрю, что произошло, 15 лет, что я потратил вообще. Компания там продолжает функционировать. Так, что интересно, наверное, сказать на эту тему. Да, вот мы когда положили вопрос. Да, почему не получилось построить, почему я лоханулся, наверное, как-то так можно сказать, потому что, как я уже сказал, цель была
там сделать 50-100 сотрудников и как-то расти, активнее развиваться. Но я застрял на уровне 15 человек и не смог пробить этот потолок. Есть ключевой момент. Их 2-3, но я о них, наверное, скажу, а потом еще статью напишу, иншаллах, для нашего сообщества. Первый момент, он заключается в том, что я специалист. И всегда я думал, что продажи – это вторично. Если делать качественный продукт, если делать все хорошо, то все будет расти отлично. Но на самом деле, если мы говорим про бизнес-услуг, если мы говорим про агентский бизнес, это полностью провальная идея, потому что на первое место выходит, я ненавидел это, но выходит продажи. То есть и я, как владелец бизнеса, я должен был в первую очередь всегда продавать всем в плане того, что ключевая моя задача – это были продажи. А я, так как я в душе, да, больше я вот специалист, это всегда меня раздражало, и все какие-то моменты, связанные с продажами, я мог, условно говоря, ставить на второй план. Это ключевая тема, что если ты хочешь строить агентство и строить команду, и сделать ее большой, не 10-15 человек, такой микробизнес, а если ты хочешь ее развивать больше, первое, ты должен быть у руля, ты должен быть у продаж. То есть это 100%. То есть это что означает? Нужно сделать акцент на массовость, искать больше клиентов, пропускать больше клиентов и не так сильно заморачиваться о качестве? Ты понимаешь, просто когда ты продаешь, и вот этот процесс продажи, он какой? Вот сегодня у тебя может быть 5 заявок, а завтра может быть 0. Да? И если заявки падают, ты должен их быстро обрабатывать, ты должен быстро готовить предложения, ты должен ездить на встречи и так далее. Это все сложно регламентировать, потому что в какой-то период времени у тебя не может быть активности, в какой-то период времени у тебя будет 2-3 клиента, где тебе нужно включаться и делать расчеты. И ты не можешь сказать, у меня там сайт ОС, я пишу статью, я хочу ее добить, а клиенты подождут. Грубо говоря, то есть твой фокус, он должен быть максимально на продажах. Если ты не получаешь удовольствие от продаж, если продажи это не твое, то тут нужно подумать очень хорошо, стоит ли строить агентство, это первое, или найти партнера, который уже строил это, желательно, да, который уже строил продажи, и который построит это у тебя в компании. То, что ты найдешь человека, который построит это вряд ли, так как ты сам не разбираешься, и вряд ли ты найдешь человека, которому ты будешь платить зарплату, он все сделает за тебя. Но у меня это так не получилось, потому что я нанимал и консультантов, там 1, 2, 3 раза, платил им зарплаты и думал, что они мне построят отдел продаж. Я нанимал и людей, платил им зарплаты и думал, что они мне построят продажи, но никто не построил. То есть либо ты сам построишь, либо будет у тебя там небольшое количество клиентов. Как думаешь, почему, учитывая то, что ты столько людей нанял, никто не смог справиться? Это у тебя были требования слишком большие или они не справлялись со своей работой? У меня было отношение, что если я нашел человека, допустим, консультанта, я ему плачу условно 150 тысяч рублей в месяц, а он консультирует мой отдел продаж, то он сделает мне отдел продаж через полгода. У меня была такая вера, но это ошибочно. Никто за тебя ничего не сделает. Да, который выявил. Очень хорошо сказано. И это первый момент. Да, продолжаем. Это ключевой момент, это то, что я не продавец, но я пошел в бизнес, где я должен был быть продавцом. Это первый момент. А второй момент – это… какой же второй? Это основной-то я сказал. Так, сейчас второй, что в голову. Есть там еще много других таких, скажем так. Проблема с кадрами острая была. Нет, не кадры. Второй момент, я это сейчас осознаю, рефлексирую, понимаю, что у меня неправильно была методика, как
действия, скажем так, если что-то не получается, что нужно делать? То есть я, получается, упирался, делал самостоятельно, у меня не получалось. А самый легкий подход – это когда ты к примеру, тебе нужно построить SEO-отдел или тебе нужно построить отдел аккаунта. Ты можешь там читать книжки, делать сам, набивать ошибок, это может длиться год-два. Но ты можешь найти человека в сообществе, который это точно 100% уже сделал, и с условием, что ты хочешь это сделать, и ответственность на тебе, но ты можешь быстро его взять, проконсультироваться, и он тебе, грубо говоря, покажет, как это, пройти этот путь. То есть тот человек, который взбирался уже на Эверест, он, да, условно говоря, обратиться к этому человеку, и он поможет тебе быстрее пройти этот путь. То есть я не пользовался таким инструментом, и мне кажется, что это вот вторая моя ошибка. То есть я нанимал консультантов на отдел продаж, но тут моя ошибка была в том, что я думал, что сделают за меня. Это ошибка одна. Другая ошибка в том, что, условно говоря, в том, что мне интересно, я не обращался к людям, которые уже это делали, и не ускорял решение этой задачи. Я надеюсь, смог донести вот этот второй тезис. Раз уж ты понял свои эти ошибки, есть ли у тебя цель перезапустить все, начать заново уже с учетом уже пройденных ошибок и пробовать еще, или у тебя какие-то другие цели для развития? Смотря назад, там, условно говоря, 10 лет построения бизнеса, я, в принципе, думаю, что можно было и раньше, там, за 5 лет понять, что что-то я делаю неправильно, что-то не очень корректно. Но, в принципе, стартовал рановато. Получается, я в 23 года, что ли, запустил бизнес. Это, достаточно рано, и поэтому я сейчас, с точки зрения психологического состояния, более не менее чувствую себя хорошо. Почему? Потому что 10 лет на самом деле многовато биться над тем, чтобы поднять агентство. Это реально очень много, но так как стартовал рано, то более не менее это как все сглаживается. Агентский бизнес больше, думаю, никогда в жизни. Почему? Потому что я не хочу продавать, вот так садиться в переговорках с клиентами. Почему я на самом деле не люблю продажи, я сейчас объясню. Потому что ты тратишь время на клиентов, ты делаешь 10 расчетов, ты погружаешься в их бизнесы, а в итоге там конверсия, дай бог, и это отлично, если это будет 10%. То есть остальные 9 уйдут, и твое время потрачено. Но мне это не в кайф, и поэтому я больше не хочу этим заниматься. Другое дело, если ты фрилансер, и, допустим, тебе приходит чисто по имени, таких заявок немного, там конверсия может быть 50%, и ты так сильно не паришься. А когда ты строишь агентство, то тебе нужны входящие заявки, тебе нужны холодные звонки, конверсия драматически падает. Она там в среднем по рынку порядка 5%. Вот у программистов и дизайнеров есть такая тенденция, что после 30, ближе к 40 годам многие из них начинают какой-то свой бизнес или какие-то свои стартапы. Они понимают, что, допустим, после 40, после 50 им работать уже программистом и дизайнером в какой-то компании будет тяжеловато, потому что уже способности не те в силу возраста, и многие уходят. А есть ли вообще тенденция у SEOшников, такая тенденция, что они рано или поздно запускают какие-то свои стартапы? Какие пути развития могут быть у SEO-специалиста? Свои внутренние стартапы, как программисты называют свои стартапы, PEP-проекты или как-то PET-проекты. Какие-то внутренние проекты, где им там интересно, они что-то там увлекаются. А так SEO-специалисты запускают свои сайты, свои блоги.
и как-то пытаются на них заработать путем ссылок или контекстной рекламы, размещения, или реферальных программ. То есть это путь номер один. Путь номер два, когда ты уходишь в более широкую плоскость, ты становишься интернет-маркетологом и уходишь, к примеру, работать на клиентскую сторону, там, в ту же, условно говоря, фабрику окон, и ты будешь в целом отвечать за интернет-маркетинг. Ну, тебе просто нужно будет нарастить компетенции в других вопросах там, рекламы. И третий путь – это, получается, путь ремесленничества, когда ты фрилансер, и у тебя там есть, допустим, 5-10 проектов. Кто-то остановится на этом, но кто-то захочет там построить дальше свое агентство. Можно мне задать вопрос, потому что меня это интересовало бы и, в принципе, интересует, например, других людей тоже будет интересовать касательно именно вот вашего опыта, в принципе, понятно. И кого-то он может, я думаю, заинтересовать, и ни одного человека, я уверен. Вот исходя из вашего опыта, из того, сколько материалов вы изучили, сколько курсов прошли, сколько всего тренингов, не тренингов пересмотрели, проходили, вот условно мне, как начинающему SEO-специалисту, который хочет изучить ваше направление, что нужно делать? То есть должен ли я поступать в какой-то университет для того, чтобы обучиться вашей профессии, или я должен проходить какие-то курсы, а в университет можно поступить, там, я не знаю, хоть нефтяником, там, строителем, неважно, но главное, чтобы пройти курсы. Как правильно двигаться, чтобы изучить вашу профессию? Можете вы подсказать и Элмарс, и Магомед? Ну, тут все очень индивидуально. Если у тебя есть какое-то образование, на базе которого можно дальше двигаться, это супер. Ну, то есть сейчас, когда я начинал этим заниматься, никаких курсов, никаких в университетах этому не преподавали, да, что там могло быть. Был, наверное, чисто по маркетингу, да, что-то такое было, но никаких там SMM, SMO, SEO, SEO, вот этого всего не было. Этого не преподавали, это только потом появилось. Поэтому вот те, кто занимались версткой, те, кто были веб-мастеры, те, кто были, допустим, программисты или с серверами работали, им было чуть проще. Да, всяким математикам было проще, лингвистам было проще. Ну, то есть какие-то такие фундаментальные знания, которых касается SEO, там, конечно, это плюс был. Но не обязательно. Допустим, мой товарищ, который сейчас в Великобритании, мы с ним вместе работали, он одно время был начальником отдела. Он сам по образованию, не помню, то ли он с архивом как-то что-то связанное было, да, там что-то такое. Вот. Потом он пошел работать фотографом, потом он случайно пошел работать там тоже как-то SEO. И чисто склад ума, у него очень аналитический склад ума, он прям как аналитик по SEO очень хорошо продвигался. И потом уже он и в Рамблере работал, и потом уже уехал на Запад. Вот. Поэтому если у тебя именно в голове такой калькулятор, это, наверное, и для программистов хорошо, и по SEO тоже, там, работа с алгоритмами, у тебя разные гипотезы, там, вариации, ты там пробуешь одно, второе, третье, эксперименты запускаешь, понимаешь, какие данные, на какие данные стоит обращать внимание, какие данные там мусорные, да, то есть по медиане отсекаешь результаты, там, формулы, ну, то есть это поможет, это поможет. А вот что, хорошо, вот ты говоришь, что должен быть аналитический склад ума для того, чтобы примерно, ну, не то, что должен быть даже, будет плюсом. Желателен, да. Да. И то же самое относится, в принципе, я думаю, наверное, к любой диджитал-профессии. И такой вопрос. Вот вы довольно опытные дядьки, и у вас SEO уже много лет. Но почему дядьки? Ну, как минимум для меня вы все дядьки трое. Я для вас еще школьник. У меня такой вопрос. Вот я, например, студент, и вот хочу вашу профессию изучить. С чего я должен начать изучать? То есть какой-то курс можешь не смотреть или куда я должен двигаться? То есть, вот, например, именно нашим ингушской молодежи, например, что вы можете посоветовать? Вот я советую в первую очередь
открыть Яндекс, вбить требования поисковых систем Яндекса, потом требования поисковой системы Google, скачать 2 этих PDF-документа, прочитать их. Если что-то непонятно из того, что там написано, загуглить то, что там написано, и разобраться в этой теме. Хорошо. А какие-нибудь материалы или там видеоуроки? Например, я как программист советую многим там YouTube-каналы какие-то. Я думаю, или у вас YouTube-каналы, или какие-то там сайты есть, или курсы? Ну, конечно, это все полно. И на самом деле проблема в том, что этого больше, чем нужно было сейчас. Но есть фундаментальные какие-то вещи, каналы, некая подборка. Там даже есть у Яндекса в Ютубе свой канал, и даже с рекомендациями некими, по-моему, по SEO, как стоит оптимизировать. Но, естественно, они говорят про белое SEO, про белую и пушистое, как делать правильно 100%. Вот. С чего бы начать? И, в принципе, как говорит Элмерс, правильно посмотреть общие рекомендации поисковых систем, но я бы рекомендовал обязательно дополнить это каким-то практическим элементом. То есть всегда учиться легко, когда ты делаешь что-то параллельно. То есть ты можешь, допустим, изучать SEO, обязательно тогда нужно сделать сайт, и это может быть какой-то личный блог, либо можно обязательно спросить у друзей, у семьи, может быть, кому-то нужен был какой-то проект, у кого-то есть какой-то бизнес. То есть обязательно нужно найти инструмент для практики. Если семьи нет, то тогда нужно придумать сайт самому, какое-то хобби, возможно, есть, и обязательно сделать этот сайт. И дальше информацию, которую вы изучаете, вы читаете рекомендации, вы смотрите YouTube-каналы, читаете книги, надо все тестировать, надо экспериментировать. В этом случае будет интерес, потому что у сайта будут уже как-то появляться позиции, какая-то динамика, и тогда обучение будет интересным, увлекательным. И второй момент ключевой, когда вы получаете опыт на каком-то своем проекте, это ваше первое портфолио. То есть у вас есть о чем говорить, вам есть что показать. Это очень большой плюс. И когда следующий этап, надо устроиться в агентство, если спрашивать меня, потому что очень быстро там можно дойти до позиции мидла или сеньора просто за счет количества проектов и стандартных задач, которые будут сыпаться на тебя. Поэтому, когда у тебя есть уже какой-то проект свой внутренний, на котором ты обучался, у него уже есть результаты, то ты можешь смело идти в компанию, стучаться и говорить, что я готов прийти на позицию помощника SEO или junior SEO. Вот мой проект, вот у него такие-то результаты. То есть проект обязательно важен с точки зрения того, чтобы показать его, и с точки зрения обучения. Я люблю обучаться именно в таком плане. Мне вот что сложным кажется во всем этом, что вы рассказываете, складывается такое ощущение, как будто порог вхождения в SEO намного сложнее даже, чем в программировании. То есть я вот сейчас слушаю... я сейчас объясню. Я вот сейчас слушаю то, что вы говорите. У меня, потому что я не знаю вот этих тонкостей, складывается такое впечатление, смотри, я, во-первых, должен уметь сайты создавать. Для того, чтобы создавать сайт, я должен учиться программированию, получается, или какие-то конструкторы использовать. И, соответственно, я должен, получается, еще своим сайтом, материалами заполнять ему, все это делать. И если вдруг у меня выстрелит этот сайт и хотя бы какой-то результат будет, то тогда, может быть, это направление какую-то пользу мне принесет, и я смогу дальше в нем двигаться. А если сайт не выстрелит, то тогда что? Смотри, чтобы сделать сайт, программирование знать не нужно. То есть ты используешь... понимаешь, что такое WordPress, конечно, будет нужно. То есть разобраться, что есть система управления WordPress, разобраться, что такое домен, где покупают домены, что такое хостинг. Это будет нужно сделать, но... В принципе, это вещи, которые должен знать любой айтишник, наверное, и дизайнер, и программист, и SEOшник. Не все их знают.
Да, технические профессии, если мы возьмем, то рано или поздно это должен знать каждый и разбираться в этом, плюс-минус, да. Но чтобы запустить свой проект, тогда нужно будет либо попросить там кого-то сделать такой сайт и дальше его наполнять, либо разобраться самому и дальше его наполнять самостоятельно, ставить на него уже А ссылки. конструкторы подойдут? Там типа Wix, Tilda? В принципе, там можно использовать тильду. Там опять-таки есть ограничения очень серьезные там, с точки зрения там, SEO. Если это большой коммерческий проект, то, конечно, нет. Но если это 5-10 страниц, то можно использовать тильду и сделать на тильде этот какой-то информационный ресурс. Mm-hmm. Вот, и ты сказал, что если результата нет, да, и тут ключевая фишка. И я, как, допустим, работодатель, я буду смотреть, вот результата нет, и что ты делал, понимаешь? И если ты остановился и такой, типа, все, я опустил руки, то такого проблема, знаешь, что проблема? Типа, как долго я должен двигаться в этом, чтобы не остановиться? То есть, по сути, вот у меня есть Doshlark, и возьмем его опять же в пример. Он существует 4 года. И как долго я должен Doshlark продвигать, чтобы когда-нибудь ты сказал, чтобы к тебе я пришел, и ты мне сказал, вот да, вот твой сайт крутой, он там SEO довольно хороший, я тебе могу взять. То есть, опять же, получается... не должен быть... момент, это не когда должен быть... будет такое же, сколько у тебя трафика. Ну да, это уже отдельный разговор. То есть, что если вот так сделать? Как вы думаете, что если сделать 2-3 сайта и каждому сайту выделять по часу времени в день? То есть, есть ли от этого смысл? То есть, по сути, я смогу отфильтровать, там, условно, у меня есть там, как сделал Элмарс, он сказал, что у него там дизайн был, кулинария, по-моему, был или что-то еще. Что если я вот так попробую сделать, 2-3 сайта разной тематики создать, соответственно, есть же больше шанс, да, что мне может какой-то из этих вариантов повести. Это разная стратегия, что тебе по душе. То есть, если взять Элмарса и меня, я люблю делать один проект. И его докручивать, допиливать и биться над ним. Элмарс больше любит диверсифицировать риски и раскладывать, делать больше проектов. То есть, как по душе. Понял. Вот было бы вообще здорово для нашего сообщества по ключевым направлениям IT сделать такие инструкции в виде статей, и в том числе и по SEO, для тех, кто хотел бы освоить, описать это направление, набросать там ссылок, каких-то рекомендаций, советов и так далее. Было бы хорошо. И сейчас уже прошло 1,5 часа, я думаю, нам уже время скоро уже заканчивать. Хотел бы вас попросить вообще, какие наставления вы можете сделать для нашей молодежи, что вы можете посоветовать именно для тех, кто хочет освоить SEO, что их ждет вообще в будущем, если они будут это делать и так далее. Так, хорошо. Если говорить про наставления, если посмотреть, какие страхи, наверное, есть у людей, у начинающих, да и не только, если там 30-40 лет, когда человек хочет войти в IT, я вижу эту проблему в чем? В том, что выбрать то, что тебе нравится. И тут действительно, наверное, вот это первая ключевая сложность. Как это сделать, это отдельный вопрос. Может быть, нам тоже нужно написать на эту тему статью какую-то, которая подскажет. Но в любом случае нужно пробовать. То есть в моем случае я пошел в разработку, мне это не понравилось, мне было скучно, я там, условно говоря, засыпал. Все, была совсем другая история, был драйв, и было прикольно. И тут первое, что нужно понимать, что даже если вы придете не туда,
не с первого раза попадете или не со второго раза, то, что вам будет нравиться, да, то, что вы будете кайфовать, это не страшно, потому что время, которое вы потратили на изучение направления, которое в итоге не ваше, оно в любом случае не будет зря, потому что вы будете специалистом, то, что мы вначале говорили, более как бы широких познаний, и такие специалисты всегда больше ценятся, поэтому это не будет время, потраченное зря. Поэтому нужно просто найти какую-то точку, которая вам интересна. Это могут быть телеграм-каналы, это могут быть сайты, это могут быть SMM. Любое, что вы хотите, это может быть SEO. И начать что-то делать, начать программировать, продвигать сайты, рисовать логотипы, без разницы. Вот, и потом вы придете к тому, что вам нравится. То есть у меня такое общее, как бы для всех, не только для SEOшников, наверное, наставление. Да, мне тоже пригождалось в жизни, помимо просто SEO, да, в других там ситуациях, когда я работал не чисто по SEO, а по другим направлениям, знания из SEO мне тоже помогали. То есть и уже там, и, допустим, если продвигался проект по SEO, то плюс контекст подключал, потом смотрел, где еще можно заказы брать, потом выходили в офлайне разные штуки делали интересные. И то, что ты спрашивал, Хаваш, касательно того порога вхождения и прочего, но минимальный порог вхождения, наверное, это прочитать вот эти документы, они не очень большие, вот выделить для себя непонятные слова и просто понять, что это, и желательно знать HTML. Это было бы очень желательно, потому что те же заголовки H1, title, description какие-то, чтобы... Ну, то есть это минимальные познания должны быть обязательно. Вот. И очень было бы желательно знание английского языка, потому что вся литература актуальная, да, она, как правило, на Западе. Вот. И бывает, что она доходит до нас быстро, а бывает с задержками. То, что я читал в книге Орейли там, в 2011 году, оно актуально стало в 2013, в 2014 в России. Вот так вот, таким запозданием до нас доходило, поэтому желательно знать еще английский. Да. Можно? Вот смотрите, последний мой вопрос, наверное. Можете ли вы... Я вот категорически не советую начинающим разработчикам там Geekbrains, Skillbox, вот это вот всякое отродье. Вот мне интересно, если в программировании это инфо-цыганство, то в SEO направлении стоит ли записываться на какие-нибудь такие курсы от Geekbrains, там, Skillbox или Яндекс.Практикум, если у них есть? Как вы думаете, есть ли смысл туда идти, если ты, например, я просто много примеров знаю, когда люди сами не могут, пока их не подтолкнешь, они не могут изучить эту профессию, неважно какую, и им приходится, некоторые даже соглашаются на то, чтобы платить за какие-то курсы. Как вы думаете, стоит ли платить за такие курсы вообще, в принципе, и идти там на какие-нибудь вот такие вот платные курсы и изучать SEO-направление? Есть ли смысл? Вот мое мнение, если ты совсем с нуля, то тебе хотя бы... Ты когда будешь на курсах, ты абсолютный ноль, то ты даже не сможешь правильно сформулировать те вопросы, которые нужно задать. Вот знающий человек, он может вопросы сформулировать, а тот, кто ничего не знает, он даже не знает, что спросить. То есть у меня была такая ситуация, чем меньше я знал, тем меньше вопросов, и чем больше я узнавал, у меня там на одно какое-то открытие для меня микро, да, у меня еще там 5, 6, 10 вопросов появлялось, на которые мне нужно было найти ответы. Поэтому я бы для начала начал с того, что просто бесплатные курсы, бесплатный канал открыл, посмотрел, послушал, что-то не понял, но уже что-то осело в голове, а потом уже, может быть, выбрал какой-то курс и пошел на него. Очень хороший совет. Но сходу я бы не стал это делать, потому что я не думаю, что это будет эффективно. Согласен, полностью согласен. Прям. Да, согласен с Элморзом, нужен какой-то фундамент, и его нужно сделать либо через статьи, либо через книжки, либо какие-то бесплатный контент. Хаваш, отвечая на твой вопрос. Да. Хаваш, отвечая на твой вопрос касательно Geekbrains, Skillbox и так далее, но я разделяю обучение, вот оно, в принципе, оно делится либо на масс-маркет, получается, да, так, да, и это вот Skillbox и
остальные с ними. Или какие-то такие локальные нишевые проекты, которые там есть, в принципе, хорошие ребята, как программирование, в SEO, в дизайне, в копирайтинге, которые не относятся к этим школам, но они проводят обучение. То есть я бы, наверное, рекомендовал идти к таким нишевым специалистам. Потому что я сам и проводил курсы, я сам и обучался, я там в нетологии обучался, но нетологию, в принципе, не могу советовать. Я, наверное, предполагаю, что все аналогичные площадки, они не тянут на то, что о чем они вещают, о чем они декларируют. Вот. А если, допустим, есть там, тематику, если мы берем копирайтинг, вот бюро, да, как зовут парня, вот у него есть курсы по копирайтингу, вот можно там пойти к нему. В дизайне есть свои там ребята. В SEO, если взять нашу тематику, есть там из 20 курсов различных есть один хороший курс в теме SEO для России, один там SEO для Запада. Это делают как раз-таки вот профессионалы, они сами организовывают, и они не работают с Skillbox, там, нетология, Skill Factory и так далее. То есть я бы эти площадки не рекомендовал. Ну да, в программировании у нас также. То есть я бы вот, например, тоже посоветовал бы найти какого-нибудь специалиста, который себя довольно неплохо зарекомендовал, скажем так, в интернете или там где-нибудь еще, и вероятнее всего пошел бы лучше к нему на курсы, нежели пошел бы там к этим скиллбоксам и прочим, которые тебе гарантируют сверхневероятные просто результаты, что ты чуть ли там не правой рукой Билл Гейтса будешь, а по факту оказывается так, что ты просто платишь деньги за то, что ты сам изучаешь ту информацию, которая и так доступна, в принципе, в интернете. Я согласен. И вот у меня вот такой вот вопрос. Если я, например, как начинающий SEO-специалист слушаю тебя и понимаю, что у Элмарса и у тебя довольно большой опыт. И вот Элмарс в начале разговора сказал, что у тебя есть курсы платные. Насколько я понял, или бесплатные, не знаю. Скажи, пожалуйста, есть ли возможность к тебе записаться, или же можно ли как-то купить твои курсы, или как-то изучить? То есть можно ли как-то твои знания получить, которые ты распространяешь? Каким образом? Смотри, на сегодняшний момент уже там как 2-3 года я не провожу курсы по SEO, мы, в принципе, проводим их там с нашим партнером Алексеем Чекушем, это там гуру SEO, скажем так. Вот, с ним мы проводим курсы, но это для там high-level SEO, там кто супер-пупер сеньор, помидор, да, скажем так. Для начального уровня у нас нет курсов, но я, естественно, знаю там оптимальные курсы для тех, кто с нуля, для тех, кто middle. И вот в этой статье, про которую говорил Берт, допустим, которую можно сделать, как войти в SEO и в другие профессии, там можно поставить... Вот это было бы круто. Вот это очень круто было бы. Да. Понял. Баркл. Так, Хаваж, у тебя остались вопросы, я думаю? Нет. Спасибо огромное вам за все отвеченные вопросы. Спасибо за вопросы. Благодаря Холшан, братья, что согласились поучаствовать в этом эфире. Я думаю, многим было интересно нас послушать. Многие для себя много чего узнали нового. Надеюсь, извинюсь, там еще видел несколько вопросов, там про поведенческие и прочее, там кто-то ссылки просил. Вы тогда, наверное, вопросы в Телеграм-канале, пусть под записью. Да. Я или Магомед мы ответим. Или можно, в принципе, знаете, как делать? Берт, например, может вам предоставить доступ для того, чтобы вы в нашем Телеграм-канале могли писать записи, которые вы захотите. Да. Или можете скинуть это Берду. То есть, мне кажется, намного лучше будет, если вы не будете это где-то неизвестно в комментариях оставлять, а мы сделаем лучше отдельную запись, что больше, мне кажется, пользы принесет и внимание. Можно сделать так. Ты имеешь в виду запись видео или статью? Просто отдельную запись в Телеграм-канале. Неважно, какое там видео, там, текст.
просто так будет больше внимания к вашей информации. Да, в комментариях она может затеряться, и потом трудно будет ее найти. Хорошо. Баркал зрителям, что дослушали нас. Реасхал, я надеюсь, мы еще не раз будем с вами встречаться. Элмар Магомед, Реасхал Маснян. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.